Ибраиму Абдувалиевичу за такой прекрасный подарок. И я хочу сказать, что это на самом деле кладезь, это энциклопедия народной жизни, кыргызской культуры. И хочу сказать, что на самом деле мне показалось сначала, что Ибраим Абдувалиевич оговорился, а когда сказал, что в библиотеку нашего института, а потом подумала, нет, он прав, у нас уже хранится в институте многотомник чувашского, словарь знаменитый Ашмарина чувашского языка. Поэтому вот еще теперь и кыргызский язык мы будем как бы вот аккумулировать и станем на самом деле тем источником знаний о культуре и языках тюркских народов не только в Хакасии, России, но и за рубежом. Спасибо большое, Ибраим Абдувалиевич. И я очень надеюсь, что наше сотрудничество с вашим институтом будет продолжаться и вырастет в какой-то очень такой конкретный договор. И мы сможем, может быть, даже развивать какие-то совместные проекты по сотрудничеству и исследованию, сравнительному исследованию тюркских языков. Спасибо. И я бы хотела передать слово приветственное другому, более близкому территориально гостю нашей конференции, участнику нашей конференции. Я бы попросила подняться на сцену Надежду Челбаковну Середер, кандидат филологических наук, заведующий сектором языка Тувинского института гуманитарных исследований. Надежда Челбаковна, добро пожаловать. Эки эргин күндүлү кеттемдейинер, ашкылар, конференциянын киржикчилери, изеннер. Здравствуйте, дорогие участники конференции, ученые, преподаватели, гости. Разрешите поприветствовать вас от имени Тувинского института гуманитарных исследований. И я очень рада за приглашение на эту конференцию. Мы, тувинцы и хакасцы, действительно вот очень близкие, имеем близкие языки, соседи. И вот тематика конференции для тувинского языка тоже очень актуальная, важная, поскольку у нас тоже вот это сохранение и развитие тувинского языка для нас тоже очень важно, поскольку поколение подрастающее тоже некоторая часть не владеет своим родным языком. Поэтому, мне кажется, это очень такой важный, общий такой вопрос. И мы в октябре тоже проводим форум по сохранению тувинского языка. Тоже приглашаем учителей, ученых, преподавателей участвовать на нашем форуме по сохранению тувинского языка. Разрешите подарить книги ведущих научных сотрудников нашего института, словарь под редакцией Тургола Алнолыча Мангуша, толковый словарь тувинского языка. Он имеет пока 2 тома, первый и второй. Над 3-м томом Тургол Алнолыч еще работает. Это 2-й том для библиотеки института. Русско-тувинский словарь также под редакцией Тургола Алнолыча Мангуша. Это репринтное издание, в 80-м году вышло, но мы недавно выпустили вот это издание репринтное. И также вот наш ведущий научный сотрудник, работал главным научным сотрудником Борис Исаакиевич Татаринцев, 4-томный словарь, 1-й том этимологического словаря тоже разрешите подарить для библиотеки института. Зоя Барандаевна Чадамба, к ее юбилею, 80-летию, мы выпустили избранные труды «Тувинская диалектология и тюркская лексика». И избранные труды Бориса Исааковича Татаринцева. Вот такие труды разрешите подарить. И я участникам конференции желаю хорошо участвовать и успехов, удачи. Ну вот если бы даже не было библиотеки, теперь считайте, что она у нас есть.
И знаете адрес, это 3-й корпус, 306-й кабинет. Спасибо большое, Надежда Челбаковна. На самом деле, если бы представители Тувы не приехали на нашу конференцию, мы чувствовали себя бы очень некомфортно. Все-таки действительно наши народы объединяет не только история, язык и культура, но и территориально. Мы как бы на одной реке у подножия одних гор. И это много значит для развития наших дальнейших очень тесных дружеских отношений, научные включая. Спасибо большое. И позвольте мне сейчас объявить следующего участника приветственной части нашей конференции. Это будет дистанционное обращение профессора Терезы Маккарти, которая представляет университет, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Она участвовала в нашей первой конференции, о которой мы сегодня говорили, 2005 года, и шлет самые горячие пожелания и сожаления, что она не может очно присутствовать. Но сейчас мы послушаем ее обращение, ее размышления на тему проводимой нами сегодня конференции. Greetings from the University of California, Los Angeles. My name is Teresa McCarty, and I thank Professor Tamara Borgayakova for the honor of joining this international conference on the development of Siberian indigenous languages and cultures, even if from a distance. Уважаемые коллеги, позвольте мне дать перевод выступления It was a профессора little over Маккарти. 10 years ago. Приветствую участников конференции из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Меня зовут Тереза Маккарти, и я благодарю профессора Тамару Боргаякову за честь принять участие в этой важной международной конференции по развитию языков и культур коренных народов Сибири, пусть и дистанционно. Прошло более 10 лет с тех пор, как доктор Боргаякова пригласила нашу небольшую группу ученых из Ирландии, Англии, Словении и США принять участие в первой международной конференции по развитию языков и культур коренных народов Сибири в Хакасском государственном университете. С тех пор мы стали свидетелями многих важных изменений в локальной и международной языковой политике, самым значимым из которых, пожалуй, стало принятие в 2007 году Декларации ООН о правах коренных народов, которому предшествовали 22 года активной работы в этом направлении. Как мы знаем, в статьях 13 и 14 этой декларации однозначно определено, что коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу, а также создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их родных языках. Тем не менее, эти права ежедневно сталкиваются с вызовами политики и практики, как формальной, так и неформальной, как официальной, так и неофициальной, во всех социальных сферах. Таким образом, принципиальная важность этой международной конференции, как и работы каждого из вас, состоит в обращении к этим проблемам. На той конференции 10 лет назад я выступала с докладом о национальном исследовании коренной молодежи в США, продемонстрировавшем сложную социолингвистическую обстановку, в которой растут молодые люди, противоречивость ежедневно получаемых ими посланий о ценности их языкового наследия и вместе с тем их сильное желание изучать родной язык. Как сказал один подросток, знание родного языка помогает мне не утратить осознание того, кто я и откуда я. В ответ на эти вызовы мы наблюдаем рост количества народных инициатив в части возрождения языка в школах и за их пределами, начиная от родителей, ведущих семейную политику использования родного языка в домашнем общении, и заканчивая сообществами, поддерживающими свои языки посредством классов и лагерей языкового погружения, а также культурно-языковыми школами на Гавайях, у индейцев из племен Наваха, Магавков, Аджибе, Чероки и других. В некоторых случаях языки, на которых не говорили десятилетиями и даже более века, возрождаются и снова изучаются детьми в качестве функциональных первых. На примере многих школьных программ мы наблюдаем, что такие дети демонстрируют лучшие результаты, чем их сверстники в одноязычных английских школах. В то же время, конечно, у этих детей появляется и преимущество билингвизма. Через свой язык они приобретают то, что некоторые исследователи называют культурным гражданством. В ходе первой международной конференции по развитию языков и культур коренных народов Сибири мы имели честь посетить одну из школ в Аскизском районе.
Там нам еще раз напомнили, что все начинается с родного гнезда. There we heard from some remarkable indigenous Несомненно, родное гнездо – это дом, но вместе с тем это и школа, и общество. И сегодня я хочу снова акцентировать внимание на этих мудрых словах, которых мы услышали в Хакасии более 10 лет назад. Ведь даже разрабатывая официальные документы государственного уровня в области поддержки языков коренных народов, такие как Декларация ООН и языковые политики наших стран, мы должны начинать с родного гнезда. for official top-down policies in support of indigenous languages, like the UN Declaration and policies in our home countries. We also must work from the bottom up, beginning with the native nest. I wish you the very best with these Желаю вам больших успехов в этой работе и еще раз благодарю за честь присоединиться к вам добрыми мыслями и духом. Ведь вместе, даже находясь на разных полушариях, представители коренных народов и их союзники работают над достижением общей жизненно важной цели. Спасибо. efforts.